Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, хаумаллы достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня в мире происходят большие, грандиозные события, за которыми мы вместе с вами следим в режиме онлайн. И, конечно, глядя на эти события, мы, как строители будущих своих независимых государств, должны анализировать эти события и извлекать уроки. Ну, возьмем, допустим, самый свежий конфликт, который сейчас происходит между Израилем и Ираном. Буквально вчера ночью Израиль нанес удары по Ирану. Была уничтожена инфраструктура, которая занималась разработкой ядерного оружия. Были нанесены точечные удары по высшему военному руководству Ирана. Уничтожено более 20 высших офицеров Ирана. Уничтожены несколько аэродромов, уничтожены средства ПВО. И, кстати, здесь надо отметить, что операция примерно очень похожа на ту операцию «Паутина», которую провела Украина против России. Тоже заранее были завезены на территорию Ирана установки, которые в нужный момент ударили по средствам ПВО, что позволило потом беспрепятственно самолетам Израиля войти в воздушное пространство Ирана и уничтожить те объекты, которые были запланированы. И здесь, ну и конечно же, Иран тоже ответил, сейчас отвечает на данный момент, тоже по Израилю наносятся удары, но ущербы несопоставимые. Я никогда не симпатизировал государству Израиль. Но надо отметить, что Израиль достаточно эффективное государство. По своей территории оно меньше, чем Республика Башкортостан, но это очень серьезное государство, которое обладает значительными ресурсами. У нее очень сильные союзники, у нее достаточно эффективная армия. Она сама разрабатывает новые виды вооружения, плюс получает в достаточно большом количестве вооружения от своих союзников, в первую очередь от Америки. Она обладает достаточно большими финансовыми ресурсами. Ну, в общем, достаточно эффективное и сильное государство. Какие мы должны извлекать вот из данного конфликта себе уроки? Но мы все понимаем, что Республика Башкортостан будет получать независимость, обретать свою независимость в момент краха путинского режима. Когда Россия максимально ослабнет и путинский режим рухнет, в Москве начнется тот самый знаменитый час Х, хаос, большая смута, когда им будет не до нас. И вот в этот момент, по нашему плану, все национальные республики одновременно начнут выход из состава России. Начнется так называемый очередной парад суверенитетов. Но мы понимаем, что и так вот, у нас будет очень маленький, короткий промежуток времени, чтобы успеть защитить себя в будущем. Потому что мы прекрасно понимаем, что Россия пока слабая будет не до нас, но даже если все национальные республики выйдут из состава России, то если посмотреть на карту, если она не развалится, то это будет все равно достаточно большое государство с достаточно большим населением. Русских мы все равно, их достаточно много. Где-то 80-70 миллионов. Это много. Так вот, когда Россия вновь начнет, скажем, становиться достаточно сильной, окрепнет, у нее вновь вернутся все ее имперские замашки, и, конечно же, она попытается вновь вернуть обратно к себе утраченные территории. Как сейчас она делает это с Украиной. И вот этот момент, с момента слабости до момента, когда обретет она вновь свою силу, у нас будет короткий промежуток времени, чтобы успеть к этому подготовиться. В первую очередь, Республике Башкортостан нужно будет обзавестись, то есть нам надо будет сделать в первую очередь две вещи, стратегически важные две вещи. Первая вещь – это обрести союзников. Кто может быть союзником у Республики Башкортостан? Конечно, в первую очередь это страны Центральной Азии, конечно же, Казахстан, в первую очередь Узбекистан. Это может быть Азербайджан, как сильное
сегодня государства военные. Турция, конечно же, самое сильное из тюркских государств. Надо будет обязательно войти, успеть в организацию тюркских государств, чтобы у нас стало больше союзников. Возможно, нам нужно будет установить дружеские отношения с Украиной, с Евросоюзом. Кто еще может быть у нас союзником? Конечно же, это страны, которые получат точно так же независимость, как и мы, и которые точно так же будут искать союзников. Это вот страны Поволжья. Татарстан в первую очередь, Чувашия, финно-угорские страны, такие как Мариэл, Удмуртия, Эрзян-Мастор. Вот, конечно же, они тоже будут нашими союзниками. Вместе мы будем вырабатывать общую стратегию, оборонительную стратегию против России. Потому что Россия, как показывает вся ее история, это агрессивная страна, которая не может спокойно, мирно развиваться. Мы надеемся, конечно, что она после своего краха, после краха путинского режима, она, возможно, возьмется за голову, начнет развиваться мирно, демократически, как обещают ее либеральная вот эта сегодняшняя оппозиция, построить там прекрасную Россию будущего. Пусть строят, что хотят, но, как говорится, без нас. Посмотрим, что у них получится. Но мы в это время будем готовиться. Так вот, в первую очередь, первое, какое основное то есть направление, это союзники. Союзники, сильные достаточно союзники, которые смогут в случае чего помочь Республике Башкортостан. Но, как правило, помогают тем, заключают военные союзы с теми, кто сам из себя что-то представляет. Поэтому у Башкортостана уже должна быть сформирована своя собственная сильная армия. Если у нас не будет своей армии и мы будем заключать военные союзы, то это уже будет не военный союз, это уже будет так называемое покровительство. Покровительство сильной страны над слабой страной, которая не имеет своей армии. А если мы, скажем так, идем под кого-то, кто нам будет, скажем так, покровительствовать, то, конечно же, за это нужно будет платить. Чем платить? Условно, либо природными ресурсами, либо частичной потерей суверенитета. Поэтому, чтобы этого не было, чтобы этого не произошло, нам нужно будет создавать свою армию. В проекте будущего независимого Башкортостана мы прописали, какой мы видим будущую свою армию. Там немного, но я сейчас об этом расскажу. В будущем независимом Башкортостане у нас будет армия, которая будет набираться по призыву. Конечно, у нас будет костяк профессионалов, контрактников, люди, которые будут непосредственно, это офицеры военные, которые всю жизнь занимаются военным делом. Это будет костяк, который будет формировать нашу армию. Но все наши солдаты, это будут люди, набранные по призыву. Призыв мы планируем начинать с 20 лет. 20 лет начинается призывной возраст, потому что к 20 годам, как я считаю, человек начинает формироваться. Сформирован уже достаточно серьезно, у него есть свои взгляды на жизнь, он физически крепкий. А потом 18 лет еще, мне кажется, это юные ребята. 20 лет это уже уже все сформированный мужчина. Так вот, какой будет срок призыва, это тоже пока спорные вопросы. Кто-то говорит, что должно быть полгода, кто-то говорит, что год, кто-то говорит 1,5, кто-то говорит 2. В любом случае, давайте возьмем условно год. За этот год солдат, который призывается, должен освоить военную профессию. Потому что сейчас вооруженная военная техника, она постоянно усовершенствуется, она становится все более и более сложной, появляются новые виды войск, допустим, сейчас появляются войска беспилотные, войска, то есть тоже нужно будет управлять, и появляются войска подавления этих беспилотников, рэбы, так называемые, радиоэлектронная борьба. Этому всему нужно будет учиться. Отслужив свой срок, дембель уходит в запас и становится в запас, соответственно. Мы планируем также разрешить свободную продажу оружия в Республике Башкортостан.
Соответственно, но право на покупку и хранение оружия будут иметь те люди, кто отслужил в армии. Соответственно, человек, который отслужил в армии, он имеет право купить свободно оружие, огнестрельное оружие, автоматы там, и другие виды вооружения, и хранить у себя дома. Все они становятся в запас. И раз, там, условно, в 3 года, в 5 лет будут производиться сборы, военные сборы, где все вот эти люди, которые в запасе, будут собираться и отрабатывать различные военные учения. Такая армия, то есть все те отслужившие в армии люди, кто служит на данный момент в армии, и те, кто уже отслужили, все они будут составлять резерв армии в случае какой-либо угрозы для нашей республики Башкортостан. Все они встают в ружье и обороняют нашу республику. Примерно похожая модель вооруженных сил у Израиля, Финляндии, Швейцарии. Всех у них есть дома оружие, все они солдаты. То есть они работают на своих производствах, кто-то там мебель собирает, кто-то там водителем, кто-то там профессором. Но все, если они еще не вышли на пенсию, то они все являются действующими военнослужащими, которые в случае угрозы тут же встают в ружье. Вот такую армию примерно мы видим. И данная модель вооруженных сил позволит нам в короткий срок собрать от 150 до 500 тысяч военнослужащих, которые, я надеюсь, смогут эффективно защитить нашу республику от врага. Конечно, если у нас будет эффективная и сильная армия, то, соответственно, и союзники будут с нами стараться также заключать союзы, военные союзы. И вот, допустим, мне нравится, какой сегодня военный союз между Азербайджаном и Турцией. Очень эффективно. Турция очень сильно помогает Азербайджану. Азербайджан очень сильно, хорошо усилился за последние годы. Армия у него стала высокопрофессиональной. Конечно, не только Турция, там и Израиль помогал Азербайджану, и Франция помогала Азербайджану. Поэтому, конечно, у них очень серьезная армия. Одна из сильнейших на Кавказе. И я считаю, что у Республики Башкортостан, которая, конечно же, будет находиться в очень уязвимом положении, потому что вокруг нас, если с западной стороны у нас, скажем так, союзники, Татарстан, да, Удмуртия, то с восточной стороны и на юге это русские территории, которые, может быть, вполне возможно, начнут против нас какие-либо агрессивные действия. И здесь мы должны будем оказать им сильнейший отпор. Вот так я вижу будущую нашу армию независимого Башкортостана. Поэтому, глядя на те события, которые сейчас происходят в мире, мы должны анализировать это и ретранслировать уже на нашу будущую государственность. На этом все. Хау булығыз, хурмәтле милләттәшләр, осы шагат